Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. От вас ничего не зависит. Но это случится скоро. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя и спросите, что от меня совсем не зависит, но что совсем скоро случится. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же от вас совсем не зависит? Но что случится совсем скоро? Так, послушайте, пока рисовала, трижды у меня выпал один и тот же знак. Трижды. Трижды, девочки, вам быть подарком. Мальчики, кто меня смотрит? Вот как хотите, помяните мои слова. Вам трижды быть подарком. Вам получать, понимаете, получать и радоваться. Получать и гордиться. Получать и наслаждаться. Получать и улыбаться. Здесь явно идут подарки, большие да малые. Ну, вот как хотите, три ситуации, которые резкие какие-то подарки, какие-то прям непредсказанно, негаданно, понимаете, получаете, на голову прям падает. И вы от этих подарков, понимаете, такое состояние, да, эйфории, шока и, ну, как так, да, как мне так сильно повезло в жизни. Вот три ситуации вас ждут на ближайшее время. В ближайшее время я смотрела месяц, а вы уж сами там себе тоже загадываете. Но то, что вам быть с подарками, вот как хотите, подарки, исполнение, получение. Причем, знаете, вот такое неожиданное. Вот идет все время рисунок в левую сторону. Левая сторона, это из зоны фантастики, непредсказуемости, странного, необъяснимого, непонятного. То есть то, чего менее всего ждете, либо то, на что менее всего надеетесь. Именно здесь будут подарки. То есть вы можете там сидеть и думать, да, я хочу, там, чтобы любимую шубку подарила. А получится не шубка, а что-то более прекрасное, более сказочное. Не знаю, вот как-то так идут подарки у вас в судьбе. Еще очень важный момент. Здесь корни есть, корни. Однозначно идет восстановление семейных связей, корней. Это могут быть родственники, это могут быть семьи, это могут быть любовные отношения. Это там, где люди друг друга проросли корнями. Дети, родители, там семья восстанавливается. Вот как хотите, у многих отыграется ситуация, что по вот этим корням люди опять заново сойдутся в отношения. Опять будет одна большая семья, опять будет дружба, опять будет любовь, опять будут хорошие такие прям добрые человеческие отношения. Если вы там разводились, расходились, разбегались, друг друга там, тихо ненавидите, вот эта ситуация, она уйдет. Вот как бы ни казалось абсурдным, да, либо, возможно, там между вами очень много обид, каких-то очень горьких, болезненных слов, но все равно вот вам идет воссоединение и примирение. Причем больше вот отыграется именно как из чего вы вышли, да, изначально, да, выходили вы ведь из чувств, да, из эмоций, из любви, вот туда вы и вернетесь. То есть это уже будут, если, например, муж с женой восстанавливаются после развода, это уже не будет та прежняя их жизнь, это будет момент, да, начала. Момент вот прям влюбленности, любви, и дальше уже вы пойдете по жизни вместе. То же самое, если там дети с родителями. Здесь все обнулится, все какие-то вот гадости, пакости, грозные такие вот ситуации, да, мечевые слова, все это обнулится. Вы понимаете, настолько вы нужны друг другу, настолько вы сердцами любите друг друга, душами прикипели, что здесь обязательно нужно будет восстанавливаться, соединяться
И быть счастливыми, понимаете? Вот песок очень мне нравится, что он очень много радости и счастья дает. Неожиданно, конечно, вот как-то вот прям, вот как говорится, ничего не предвещало, да? Вот какие-то такие моменты идут. Но тем интереснее, понимаете, тем будет намного интереснее. Смотрите, у вас тут человек идет с левой стороны. Тоже вы этого человека совсем не ждете. У человека на голове, вот он, видите, человек, на голове он держит кораблик. Откуда-то издалека человек идет. Человек может быть как и не местный, да, приезжий, командировочный, а может быть человек, который давно покинул родные просторы, с которым вы давно не виделись, не общались, не встречались. Этот человек идет в вашу жизнь. Причем он идет не пустой. Он с собой что-то несет. Это могут быть и подарки, и возможности, и отношения, и чувства. Все он может с собой нести. Главное, что вот он идет именно к вам, за вами, вернее, идет. Вот правильно сказать, не к вам, а за вами идет. У кого-то может отыграться, что мужчина, с кем вы общались, например, в интернете, мужчина, который с вами достаточно далеко находился, о котором вы мало что знали, какой-то вам сделает сюрприз, приедет, появится, вас в какую-то поездку, может быть, позовет. Здесь однозначно будет либо встреча на его территории, да, либо на вашей. Здесь люди встретятся, причем вот прям, опять же таки, да, ничего не предвещало. Либо наоборот, все исходные были на то, что не получается не встретиться, не пообщаться. Вот как-то вот момент такой, да, перечеркнутости судьбы, что вот, не судьба, не получилось, не срослось. А тут раз в один момент, да, и вы вместе, вы проводите вместе время, встречаетесь, общаетесь. У кого-то, кстати, может отыграться не только как мужчина. Например, это может быть какой-то родственник, подруга, с кем вы очень давно не виделись и, как говорят, да, на человеке крест поставили, что вот не видимся, больше никогда не увидимся. Вот этот момент идет. Так, еще из важных моментов. Здесь у вас такая вот обезьянка, можно так сказать, да, какая-то неприятность, какая-то пакость, и это исходит от женщины, да, все-таки у нее женское лицо, и она как-то вот, знаете, такая вот манипуляторша, интригантка, такая вот прям матерая, хочется сказать, да, она давно уже в этом деле. Дело ее называется подлость, гадость, пакость. Вот давно она там промышляет, да, причем достаточно успешно, потому что многие ее считают чуть ли там не знаю, не святой. Да, вот прям такого высокого мнения об этой женщине. Вот эта женщина, она допустит какую-то фатальную ошибку, и, как говорится, опозориться, да, перед целым миром. Узнаете вы очень много о ее проделках, о ее гадком нраве и о всех неприятностях, да, которые от нее шли, а вы даже не догадывались. Здесь, знаете как, такое впечатление, что вот она гадит не только вам, но еще кому-то гадит. Вы-то глаза закрывали, вы-то вообще в ней врага не видели. А вот тот другой человек, он ее за руку поймает, понимаете, и опозорит на весь честной народ, понимаете. Вот такой момент идет. И не жалейте ее, вот что я хочу сказать. Не жалейте, потому что тут может быть неожиданность в плане того, что вы будете ее жалеть, а она как-то, знаете, вместо того, чтобы, как покаяться, да, как-то агрессивно среагирует, прям так, как укусить захочет, но не достанет до вас. Поэтому, знаете, вот этот момент, его, конечно, приятным не назовешь и радостным не назовешь, но это избавление. Избавление от тех, кто мешает, тех, кто не пускает. Кстати, у этой женщины еще есть какой-то сзади человек, но он такой, знаете, либо она такая 50 на 50, человек, не определившийся, можно так сказать, но нутро гнилое этого человека тоже вскроется. По крайней мере, тень на этого человека ляжет, и вы уже будете знать, что к этому человеку подходить и что-то делать не стоит. Дальше, мои дорогие, здесь смена деятельности идет. Здесь у кого-то прям диаметрально поменяется сфера вашей деятельности, а у кого-то дополнительно появится. Но опять же таки, какая-то совершенно не похожа. Потому что у вас два ручья, да, вот они, два ручья, но они разные, и они в разные стороны идут. Причем один из этих ручьев, вот он очень денежный. Тут прям денежный. А второй ручей, он как будто бы, знаете, не знаю, стандартный, можно сказать, да. То есть это то, что у вас уже было, то, чем вы уже занимались, работа, например, ваша, да, ваш бизнес, ваше дело, которое вас, например, кормило.
Это вот он один есть, он в вашей жизни остается, но наряду с этим вот неожиданно и второй появляется. А второй, который появляется, ну, тут как хотите, здесь он переплюнет основной, и он станет самым важным для вас. Здесь деньги, возможности, разговоры, здесь поездки, здесь какое-то признание идет вас, ваших талантов, вашей личности, вашей персоны. Однозначно, смотрите, какие вот деньги вам идут большие с этого второго дела. Здесь может кого-то отыграться как наследство тоже, почему нет? Может быть наследство, может быть какой-то новый проект, да? Кто-то вас куда-то позовет, пригласит, какая-то возможность откроется. Может быть даже не у вас, а, например, у вашего мужа, да? Потому что вы же вместе находитесь, в одной энергетике живете. Он же с вами делиться будет денежкой, да, либо, например, у ваших детей, да, вот талантливый у вас ребенок, там, например, там танцует, я не знаю, поет, и тут будет какой-нибудь, я не знаю, кастинг, да, какая-нибудь компетиция, и ваш ребенок туда идет, вы поддержите, ребенок выигрывает, раз так и джекпот, да, в жизнь билетик получает. Ну, конечно же, кому маме любимой, либо папе любимому буду помогать, и здесь, понимаете, вот прям идет такое состояние, что эйфория, да, что все, вот она мечта, она исполнилась, а что мне еще в жизни надо? Теперь я абсолютно счастливый человек, знаю, что у меня там и покушать, и одеться, и попутешествовать, все есть, да, из-за ребенка, например, или за мужа своего спокойно. Очень хороший момент. Так, еще от того, что от чего не застрахован, скажем так, тут какие-то вот поломки могут быть, поломки, связанные с техникой. Причем я не могу сказать, какой конкретно. Я вижу, что вы очень можете расстроиться, но что мне вот прям, ну как не в утешение, да, как это можно сказать, вам накануне будут звоночки. Например, поломается автомобиль. Накануне что-то будет, да, что вот вас автомобиль предупреждает, там либо не заводится, либо, может, какие-то там странные звуки услышите. Телефон, то же самое, да, как-то странно себя прореагирует, поведет, там, холодильник, да. Вас накануне будет предупреждать ваш девайс, да, гаджет, смотря что будет ломаться. И причем, возможно, даже не один раз. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Вы знаете, у вас такой момент, но это не ангел-хранитель, это скорее, можно сказать, ваша интуиция и ваш дух, он очень силен, он, знаете, как над вами летает, можно так сказать, и вы можете предчувствовать, предугадывать. И вот эти звоночки, это будет как, ну, вот этот момент предсказания для вас. То есть, может быть, там ничего не будет, может, никаких шумов не будет, но ваша интуиция будет срабатывать именно таким образом, что будет вас предупреждать. Вот посмотри, что-то не так с твоим телефончиком, либо вот посмотри там, да, что-то кран как-то странно, да, там закручивается или еще что-то будет. Будьте внимательны, потому что эта поломка, она какая-то идет, даже не столько денег потратите, да, на то, чтобы поремонтировать, а вот как печалька идет от того, что вот сломалось, да, что я там время потеряю, либо мне нужно, например, телефоном пользоваться здесь и сейчас, а мне нужно там в сервис его сдавать там, и ждать какое-то время. Там, либо потеряю важные какие-то фотографии, документы. Вот такой момент. Либо вы планировали поездку, да, автомобиль сломался. Не дай бог, конечно, но обращайте внимание, просто обращайте внимание. Вам подсказочки будут идти. Здесь, конечно, то, что поломается, от вас не зависит, да, но то, что вы можете заранее предусмотреть эту ситуацию, подготовиться, это я вижу. Так, еще скоро у одиноких девушек будет какой-то, ну, странный разговор, странное знакомство. Очень, как правильно сказать, да, человек либо другого статуса, либо другого возраста. Тут какая-то большая разница между вами. Этот человек, он как будто бы, ну, сверху вниз, что ли, на вас смотрит, да, вот какое-то, знаете, чувство неловкое, да, вот когда неприятно с этим человеком, ну, не стоять, не говорить. Вот, этот человек, может быть, за вами будет как-то ухаживать неприятно, может быть, какой-то харассмент в вашу сторону проявлять, как-то, вот, знаете, не понравится вам этот разговор, не понравится вам это свидание, будет достаточно вот так, знаете, сально, как-то противно, неприятно. Вот прям захочется встать и бежать. Я вам, девочки, так скажу. Вот этот человек, он вас как будет проверять, что ли, либо провоцировать, да, на
на вашу обраточку, да. С одной стороны, да, не имеет он права так вот с вами поступать и вас так проверять. А с другой стороны, ну, человек, ему есть что предложить, да, чем с вами поделиться. И в принципе, я тут ничего не буду говорить, да. Я не вправе его не осуждать, не оправдывать. Вижу, что вам очень не понравится. Только самые сильные из вас выдержат это испытание, и уже там следующее свидание будет совершенно другим, там уже будет и романтик, и добрые словечки, и 1001 извинения за то, что повел себя, ну, например, таким плохим образом. Поэтому я вас предупредила. Здесь, ну, что вы можете сделать, да, либо вы там скажете, что он хам и подлец, да, встанете и уйдете, ну, либо просто промолчите, встанете и уйдете, да, смотря, конечно, насколько вы будете в этом моменте эмоционально стабильны, потому что здесь, да, мужчина как-то будет себя вести нагло, может даже приставать начнет, знаете, вот такой момент. Мне не нравится, но я вас предупредила. Вы уж для себя решайте. Если мужчина очень нравится, то здесь, конечно, лучше промолчать и, ну, просто уйти, да. А вот если понимаете, что нет, не мое и даром не хочу, ну, тут можно и леща отпустить. Ну, как раз ему будет в науку. У вас, кстати, что интересно, с этим мужчиной общая кривая дорога выходит. Почему кривая? Потому что, скорее всего, в несколько этапов, в несколько заходов он будет пытаться выстраивать с вами отношения. Вот, знаете, в одну сторону не так, в другую сторону не так, да, вот где-то будет искать баланс. Так, но это для меня, вернее, для девочек одиноких. Для девочек, которые в семье, в браке, здесь, в принципе, все тихо, стабильно, спокойно. Единственное, что мне не очень понятно, это какое-то вот психическое состояние вашего супруга может, да, вас немножечко напрягать. Он то ли хандрит, то ли тоскует, то ли переживает. Может там цепляться, да, искать вашего внимания по разным поводам. И может, кстати, ревновать вот к семье, к детям, к домашним животным. То есть какой-то такой момент глупости. Но здесь скорее надо не ругать, а пожалеть. Может быть, просто действительно нужно лишний раз обнять, там, поцеловать, сказать, ну, тебя я тоже люблю, ты тоже мне там дорогой и близкий человек. Девочки, все, в принципе, неплохо. Готовьтесь к подаркам. Подарки будут просто сногсшибательные. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.